Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе. Министерство по налогам и сборам и Государственный таможенный комитет отчитались об итогах деятельности за 7 месяцев текущего года. Туристический сезон в Очимчирском районе. Почему многие туристы выбрали местом отдыха Восточную Абхазию? 100 молодых семей получили продуктовые и хозяйственные наборы. В них все самое необходимое. Министр культуры Даур Кови удостоен нагрудного знака МИД России за взаимодействие. Награду министру вручил чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин. Вы были министром иностранных дел и нашим главным партнером в российско-абхазских отношениях. И мы посчитали необходимым этот факт отметить. Сергей Ильич лично подписал удостоверение, которое я хотел бы вам передать. Это все так выглядит, да? И я не знаю, должен ли... В те годы, когда я возглавлял внешнеполитическое ведомство Абхазии, я всегда чувствовал поддержку со стороны коллег. И сегодня, получив с ваших рук этот медаль, и это на самом деле для меня большая честь. И я, наверное, скажу, что эта медаль не только моя, но это заслуга и всего коллектива Министерства иностранных дел Республики Абхазия, потому что все те вопросы, которые решались, без коллектива, без людей, которые этим занимались, наверное, были бы невозможны. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам по городу Сухум и районам республики за 7 месяцев 2022 года в бюджет Абхазии поступило более 2 миллиардов рублей при плане 1 миллиард 477 миллионов. Выполнение составило 139%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 128% или 455 миллионов рублей. Поступления налоговых платежей за июль текущего года составили 517 миллионов рублей при плане 334,3 миллиона. Выполнение 155%. По данным Государственного таможенного комитета, в июле 2022 года объем начислений таможенных платежей составил порядка 260 миллионов рублей, что на 20 миллионов больше плановых показателей. Июльский план выполнен на 108%. За 7 месяцев текущего года объем начислений составил 1 миллиард 616,9 миллионов рублей. План выполнен на 128%. Сумма перевыполнения составила 355,5 миллионов. Жителям сел Дранда и Ацы вменяется незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений, а также задержан гражданин, подозреваемый в краже имущества. Все подробности в оперативной сводке МВД. В результате совместно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД и уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулы-Рыбскому району в селе Дранды обнаружены и изъяты наркосодержащие растения в крупном размере. Незаконно культивировал запрещенные к возделыванию растения конопли на своем приусадебном участке Квирая Заур Элизбарович, 1954 года рождения. При обследовании хозяйственной территории в тепличном строении сотрудники милиции изъяли крупные корни растений серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Аналогичные насаждения были обнаружены и на заднем дворе домовладения гражданина Квирая. Изъятые растения в установленном законом порядке направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел, где установлено, что все 22 корня являются растением конопли вида южно-краснодарская, которые на стадии своего вегетативного роста содержали наркотически активные компоненты и могут быть пригодны для производства наркотического вещества марихуана.
Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в соответствии с пунктом В части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственное подразделение отдела внутренних дел по Гулы-Рыбскому району. Гражданин Квираев в настоящее время отбывает 15 суток административного ареста за незаконное потребление наркотического вещества, а равно отказ от медицинского освидетельствования, по истечении которых в отношении задержанного будет избрана мера пресечения. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений в крупном размере вменяется и жителю Гудаутского района Базба Канбею Ладиковичу, 1961 года рождения. На приусадебном участке по месту проживания гражданина Базба в селе Аци за хозяйственными постройками сотрудниками уголовного розыска районного отдела внутренних дел обнаружено и изъято 18 корней запрещенного к возделыванию растения конопли южно-краснодарской, 17 из которых являются наркосодержащими. Канбей Базба заключен под домашний арест. Уголовное дело, возбужденное в отношении последнего в соответствии с пунктом В части 2 статьи 228 Уголовного кодекса, расследует следственный отдел Гудаутского районного отдела внутренних дел. Обвинение в выращивании растений, содержащих наркотически активные компоненты, следственным подразделением отдела внутренних дел по Галскому району предъявлено гражданину Республики Грузия, проживающему в городе Галыч Гириная Заали Тамазовичу, 1979 года рождения. Ранее в ходе обследования квартиры в доме на улице Конфедератов по месту проживания Заалидж Гириная на балконе среди декоративных насаждений сотрудниками уголовного розыска районного отдела милиции были обнаружены и изъяты корни растений конопли. Гражданин Жгириная содержится под стражей. Информация о краже имущества из автомобиля, припаркованного по улице Харазия в Новом Афоне, поступила в городской отдел милиции. Принятыми оперативными мерами по подозрению в совершении данного преступления задержан Квициня Гурам Мурманович, 1990 года рождения. В ходе личного досмотра у мужчины в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, изъята часть похищенного, а именно планшет фирмы Samsung и электромассажер в комплекте, принадлежащий потерпевшему. Гурам Квициня в содеянном сознался. Установили подозреваемого и задержали гражданина Квициня сотрудники уголовного розыска МВД совместно с оперативным составом ОВД по Гудаутскому району и Новоафонским отделом милиции. В отношении последнего следственным подразделением Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьей 155 Уголовного кодекса Республики. Мера пресечения Гураму Квициня избрана в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Автомобиль под управлением жителя города Сухум Кокая Олега Гурамовича, 1981 года рождения, был остановлен на посту ГАИ Приморская в ходе оперативно-профилактических мероприятий с сотрудниками УУР МВД совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Гудаутскому району. При осмотре автотранспортного средства сотрудниками милиции изъято принадлежащее гражданину Кокая незаконно хранимое огнестрельное оружие, технически исправный и пригодный к производству выстрелов пистолет иностранного производства с боеприпасами к нему. По данному факту группой дознания районного отдела внутренних дел в отношении Олега Кокая возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Министр туризма Теймураз Хишба в ходе рабочей поездки в Москву встретился с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко. Обсуждались вопросы безопасности российских туристов, а также проведения инвестиционного форума в Абхазии. Курортный сезон в разгаре. Этим летом многие туристы выбрали местом отдыха Очимчиру и Очимчирский район. Их привлекает тихий и уютный город, где можно отдохнуть от шума и суеты. Наша съемочная группа выехала в Очимчиру, пообщалась с отдыхающими и ательерами. Репортаж Эсмы Гуланце. С каждым годом все больше туристов открывают для себя Восточную Абхазию. Город Очимчира идеален для любителей спокойного отдыха, семей с детьми, для тех, кто устал от шума и суеты больших городов. Конечно, здесь немного стандартных курортных развлечений – кафе, ресторанов, аквапарка или аттракциона. Зато есть самое главное – море, воздух и тишина. Мы приехали вчера, по большому счету. Но здесь, в Очимчире, мы уже не первый раз, мы уже 4-й раз. Нам здесь очень нравится. Здесь спокойно, тихо, море чистое. Все здорово. Тут великолепно такая, так сказать, спокойная атмосфера. Все приятно. А чем ты здесь занимаешься? Чем? По большей части я пытаюсь просто отдохнуть от обычной жизни. На море? Да.
Прекрасный климат, смотрите, замечательное море теплое, погода, красивые цветы, гостеприимные жители, солнце, природа. Все очень нравится. Песчаные пляжи, красивая набережная, наличие интересных маршрутов и памятников христианской архитектуры. Все это говорит о большом курортном потенциале района. Крупных туристических объектов в городе нет. Снять жилье можно как в гостиницах, так и в частном секторе. Отель «Самшит 3 пятерки» расположен на берегу моря при въезде в Очимчиру. На сегодняшний день гостиница заполнена на 88%. Очень довольны. К нам очень, с 2008 года приезжают люди, которые уже сколько лет у нас, с Ямало-Ненецкого округа депутаты приезжают, с России, со всех концов России. Что их привлекает? Море, спокойствие? Море, да, спокойствие. И у нас кухня, расчет идет с трехразовым питанием. И все по-домашнему и уютно. Стараемся, чтобы все было для них. Любители активного отдыха выбирают гостиничный комплекс «Жемчужина». Это своего рода спортивная база для футболистов, боксеров и борцов, для тех, кто не представляет свою жизнь без ритма и движения. А у нас 6 числа, 9, 14 числа заезды, каратисты должны приехать, смешанные единоборцы должны приехать. У нас при гостинице 2 спортзала, боксерский, борцовский зал. И здесь очень удобно проводить сборы. Очень гостиница удобно расположена на берегу моря, спортзалы, плюс еще стадион большой, маленький рядом. Очень удобно. Усилиями администрации района делается все возможное, чтобы Очимчира стала центром отдыха и просто уютным, чистым городом. Не остаются в стороне и сами жители. По инициативе группы горожан в центре ведется строительство храма в память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Храм будет освящен в честь великомученика Евстафия Апсильского. Глава администрации поставил курс на то, чтобы город облагородить максимально, чтобы был привлекателен, чистый, всеми городскими службами максимально проводится работа, то есть по благоустройству, всегда все косится, чистится. Была проведена большая работа по подсветке набережной, то есть новые лавочки были установлены. Сейчас кладется, у нас есть, получается, в районе стадиона такой участок, который последние 30 лет вообще туда ничего там не делали. Сейчас там кладется новая тротуарная плитка, новое освещение, новые лавочки также там будут построены. То есть большая зона 300-метровая будет полностью облагорожена. Немаловажное значение уделяется и озеленению города. Высажено более 150 деревьев на набережной, вблизи набережной в парке Славы. В основном это туи и кипарисы. Также, вы знаете, были завезены из Турции пальмы, которые на въезде в город высажены. Также сейчас идет работа по благоустройству. Стараемся все в чистоте держать и высаживать новые. Но сейчас не время. В принципе, ждем октября, будут новые насаждения и будем стараться по мере возможности приводить город в порядок. Количество россиян, посещающих Очимчиру и Очимчирский район, не так много по сравнению с Сухумом или Западной Абхазией. Однако их число растет с каждым годом. По большому счету сезон успешным назвать мы не можем в каком плане, так как у нас нету больших туристических объектов в самом городе, гостиниц много, получается со санаторий, пансионатов. Но из того, что есть на сегодняшний день, мы можем сказать, что вторая половина лета полностью загружена. То есть у нас «Жемчужина», получается, спортивно-оздоровительный комплекс, он работает в полную силу, то есть городские, частные гостиницы тоже загружены до сентября. Туристы в городе есть. Очимчирский район – направление необычное, созданное для особого отдыха. Ведь недаром говорят, Очимчира – лучший город мира. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Гудиса Тарба, Абхазское телевидение. С 4 августа по 4 сентября при поддержке посольства России в Абхазии, представительства Россотрудничества и содействия Министерства культуры в Музее боевой славы имени Ардзенба будет проходить выставка «Слезы Донбасса», основанная на материалах из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея. На выставке будут представлены материалы, демонстрирующие агрессию вооруженных формирований киевского режима против мирного населения ДНР. Фотографии многочисленных разрушений объектов инфраструктуры, городов и сел, школ, больниц, жилых домов, храмов, дворцов культуры, музеев, гибели и ранения гражданских лиц.
Продолжаем выпуск. Государственный комитет по делам молодежи и спорту провел акцию «100 молодых семей получили продуктовые и хозяйственные наборы». В наборах все самое необходимое – крупы, мука, макаронные изделия, масло, сахар, чай и многое другое. Заместитель председателя Госкомитета Мадина Воба поблагодарила спортивную общественность страны, благодаря которой были собраны продукты. Мадина Воба отметила, что в планах проводить подобные акции для молодых малоимущих семей. В 2021 году мы проводили подобную акцию. Мы проводили в селах Республики Абхазия. Мы оказывали помощь молодым многодетным семьям. Тогда вот, увидев трудную жизненную ситуацию очень многих молодых, мы решили оказать помощь в виде продуктов питания, хозтоваров. В этом нам помогла спортивная общественность страны. В планах еще есть, конечно, проводить подобные акции, но мы еще думаем над этим, какую помощь мы можем оказывать многодетным семьям. В рамках проекта «Музыкальные каникулы» 3 августа в Абхазской государственной филармонии состоится концерт выпускников Сухумского государственного музыкального училища имени Чичпа, обучающихся в вузах России. В концерте принимают участие Государственный камерный оркестр и Государственная хоровая капелла. Начало в 19 часов. В таком проекте участвую первый раз. Мне очень приятно, что меня пригласили сюда. Я благодарю всех тех, кто помог мне выбрать этот путь, особенно своего педагога. Я здесь в училище училась 4 года у Народной артистки Республики Абхазия, у Мананы Шамба. Благодаря ей я полюбила классическую музыку, благодаря ей я здесь и участвую в таких проектах. Очень рада тому, что вообще есть такие проекты. Надеюсь, в последующие годы они получат свое развитие. Ждем вас, будем всех рады видеть. Такие проекты очень важны для нас, потому что те, кто будет выступать, все они из Абхазии, они все из одного музыкального училища, и это будущее нации. Жаль, что нас так мало, что мы одним днем это все завершаем. Было бы хорошо, если нас было больше, это был второй, третий день этого концерта. Но пока так, и мы надеемся, что мы все вернемся и дальше продолжим эту замечательную традицию с нашими уже подопечными. И надеемся, что эта традиция будет долго жить. В Сухуми открылся ежегодный шахматный фестиваль «Абхазия Open». Фестиваль состоит из 3 турниров. 2 детских соревнования до 8 и 12 лет и еще 1 турнир без ограничения возраста. Для участия в мероприятии в Абхазию приехали спортсмены из разных городов России. Соревнования проводятся по швейцарской системе. Детские встречи будут проходить в 7 туров, а взрослые в 9. Самым младшим участникам игр по 6 лет, а самому взрослому 86. Победителям шахматного фестиваля вручат кубки, медали и грамоты. Всего в турнире «Абхазия Open» принимают участие около 100 шахматистов различных возрастов. Завершился первый круг чемпионата города Сочи по футболу, в котором принимает участие команда Абхазского государственного университета. Команда АГУ расположилась на 7-й строчке турнирной таблицы, войдя в 8 команд, которые продолжат борьбу за чемпионство, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. На счету нашей команды 9 побед, 2 ничьи, 4 поражения. Второй круг чемпионата стартует в конце августа. В нем каждая из 8 сыграет еще в 1 круг и определит итоговое положение команд. А уже в эту субботу, 6 августа, стартует Кубок города Сочи. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в среду 3 августа на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен дождь с грозой, туман. Температура воздуха ночью 18-23, днем 26-31 градус. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.